21 с участием футбольного клуба БТ. Да, наш вопрос встречает главный тренер Жуковский Виталий Леонидович и вратарь команды Андрей Кудровец. Пожалуйста, ваши вопросы. Все, спасибо. Наверное, мы для начала попросили поделиться своими ожиданиями, предчувствиями этого финала и Андрея, и Виталия Леонидовича. Вы знаете, когда смотрел финалы, всегда такой был ажиотаж, такой праздник, да, и как бы не всегда так думался, как вот перед финалом, какие ощущения, почему-то на себя так проецировал. Но такой у нас плотный график, что реально даже пока даже не, просто не ощутили этого. Понятно, что завтра это будет футбольный стадион, самое главное. В принципе, здесь болеть в Гомеле умеют. И, в принципе, наши приедут болельщики, там, болельщики Ислачи. Так что, мне кажется, будет атмосфера очень интересная, хорошая. Так что надеемся, что мы подарим обе команды футбольный праздник нашему белорусскому, как говорится, болельщику. Завтра будет 30-й юбилей финал Кубка Беларуси. Какой из предыдущих финалов вам запомнился и почему? Ой, в памяти очень запомнился 2002 год. Почему-то это был финал в Витебске, БТ Гомель. Когда победил Гомель, это было такое, был, в общем, такой фаворит БТ, да, и мы тогда, помню, молодые ребята, я помню, Дима Комаровский точно был, мы не попали в заявку, да, и, наверное, даже Артем Александрович был, потому что мы троем жили на базе в Борисове, и вот почему-то так запомнился, мы часто, когда даже там вспоминали какие-то финалы, мы почему-то вспоминали этот финал, потому что для нас это было такой неприятное, потому что все-таки БТ был такой, был довольно хорошо смотрелись, когда с чемпионский год, и этот финал проиграли, так что вот почему-то такой этот финал запомнился, мне лично больше всего. Может быть, игроку какой-то предыдущий финал запомнился? Прошлый финал. Да. Когда играли с Динамо Брестом, 120-я минута, гол Захара Волкова. Это было что-то. Матч неординарный в вашей карьере, причем он титульный. Я думаю, что-то внутри вас есть. Конечно, есть. Без этого никуда. Это же все мы живые люди. И вспоминаю. А у меня почему такие всегда с воспоминаниями, потому что, что первый раз, наверное, да, если есть, кто часто играет в финалах и так далее, немножко и глаз замыливается, такие эмоции, наверное, может, не такие. Здесь все-таки, можно сказать, вот совсем недавно шел такой Владимир Анатольевич Пинчук, да, по Михайловскому стадиону с Ислачу, да, где травы по колено было, да, и здесь я с Михайловской командой, да, во главе, как говорится, да, и вот спустя такое время мы встретились, подружились, сделали много для этого клуба, и сейчас мы встречаемся в Гомеле, да, в таком, финале, да, это, наверное, никто не мог об этом даже мечтать, что так может наши звезды сойтись вместе, да, так что, это очень интересно, и, конечно, будет, наверное, и все ждут этого много финала, потому что так, наверное, все-таки закрутилась наша судьба, так что, воспоминания такие интересные всегда. Виталий Леонидович, для вас, для клуба БТ, это 10-й финал Кубка Беларуси. Насколько это прибавляет уверенности вам и команде в предстоящем матче? Я сразу хочу сказать, так, чтобы я думаю, что вопросов меньше было в плане того, что все равно финал это 50/50. Две команды заряжены на победу, и здесь это все равно особенное, да, и понятно, что если так уже, что касаемо БТ, да, у нас был очень тяжелый график, которого мы не могли и нормально, в принципе, проводить там ротацию, готовиться там под финал. У нас просто не было возможности, потому что, все понимают, что чемпионат для БТ это всегда был number one, как ни крути, да. В Ислаче немножко другая ситуация, они после победы над Шахтером, первое, что
большую ротацию проводили. Второе, видно, что мы следили очень плотно, видно, что искали какие-то сочетания, много давали паузы там и опытным футболистам, да, и в принципе понимали, что они хотят, и где-то много заувалировали, пытались расстановками, пытались стандартами, и в принципе у них целенаправленно идет подготовка, шла вот эти там пару недель, да, именно к финалу Кубка. И это декларировалось тренерами на пресс-конференции, что для них это самый важный матч. И, как бы, но мы, в принципе, тоже понимаем, что для нас это тоже, у нас не бывает неважных матчей для нас, особенно я как тренер, да, сами понимаете, в какой ситуации, да, в большом клубе, и мы должны соответствовать этому. Так что мы готовимся очень серьезно, ребята очень серьезно нацелены, много, даже в таких тяжелых условиях, правильно того, что очень много игр, мы все равно проводили, даже, можно сказать, не одну теорию, да, к этому матчу. Так что, очень готовимся очень серьезно, потому что знаем, что нас ждет очень мотивированный, очень серьезный соперник. Андрей, тебя хочу спросить, все-таки, если тренер доверит место в основном составе на этот матч, для тебя еще таких матчей в карьере не было. Как вот ты перед такой игрой себя чувствуешь психологически, есть ли волнение? Ну, волнение, оно предыгровое все время будет, а как такового какого-то особенного давления я не ощущаю, как по мне. Это просто матч. Понятно, что матч за трофей, но в этом ничего такого страшного нет. Стадион центральный лично для вас. Какие ассоциации в первую очередь? Что вспоминается? Первая ассоциация, наверное, так. Для Ислыча он, как говорится, такой, как сказать, наверное, из областных центров самый такой фартовый, потому что с 5 игр, если не ошибаюсь, что мы здесь играли, 4 было победы, 1 ничья. Так что здесь, как бы, команды игры получались, так что, мне здесь всегда было приятно играть, потому что чувствуется, я говорю, культура боления здесь довольно-таки интересная, и рядом все находится. Давайте я уже, если пошел на воспоминания, еще одно воспоминание вам закину. 6 лет назад мы играли на стадионе с искусственным подкрытием, как он называется, здесь Шор 8, да, и мы боролись за выход в высшую лигу, и я футболистам своим говорю: ребят, хорош вот на этих стадионах играть, вот надо вот там. А он же видно, получается, с этого стадиона, видно большой стадион. Я говорю, вот нужно играть там, потому что, хорош по этим стадионам есть. Но видите, опять же так все, звезды складываются. Потому что, центральный на тот момент, да, только вот сейчас построили там Борисов-арену, потом Минская Динамо, да, но это был центральный, он такой был в Беларуси единственный, наверное, футбольный стадион, который соответствовал европейским каким-то стандартам. И все помним, да, матч с Ливерпулем Гомеля, да, когда это была обстановка фантастическая, да, когда это футбольная атмосфера. И в принципе я считаю, что когда отдаются таким стадионам финала Кубка, я думаю, что это в принципе правильно и достойно. Так что попытаемся сделать все, чтобы показать красивый, интересный футбол. Финиш! Последний вопрос. Да, вы сказали, что центральный для вас фартовый стадион. Не для нас, не для меня. Я сказал для Ислыча. Я хотел уточнить, для Ислыча или для вас как главного тренера? Я, наверное, скажу проще. Где-то, может, до 10 вечера уже будет известно, для кого он фартовый. Тут уже как Бог даст.